Здравствуйте. Недавно в Казани в Институте истории Академии наук Татарстана состоялся международный форум, посвященный 750-летию Золотой Орды. Об этом форуме и вообще об этой интереснейшей теме мы беседуем с руководителем Центра Золотой Орды татарских ханств этого института Ильнуром Миргалиевым. Как прошел форум, каков статус его, как было задумано и что там происходило? Давайте расскажем. Это 6-й международный золотоордынский форум. Вот мы можем зрителям показать программу этого форума. Почему называется форум? Потому что в рамках форума проходит несколько мероприятий. И здесь тоже мы проводили несколько мероприятий. Первое — это самая главная научная конференция «Государственность Золотой Орды татарских ханств. Традиции, идеи, инновации, кризисы». И в преддверии столетия Республики Татарстан мы как раз хотели выделить тему государственности, потому что, как видите, форум посвящен 750-летию Таласского Курултая, Золотой Орды, где чингизидские на последнем панмонгольском Курултае чингизиды собрались и признали независимость друг друга. То есть после этого мы можем сказать, что юридически именно и Золотая Орда, и другие чингизидские государства стали независимыми. И понятно, что тема сугубо именно государственная, тема государственности, что такое государство, как оно функционировало. И попутно она отвечает на многие вопросы, которые волнуют широкий круг общественности. До последних лет акцентировали, что иго татаро-монгольская и Золотая Орда душила или угнетала, и поэтому нельзя было изучать. Есть даже постановление ЦК партии от 9 августа 1944 года об этом. А сейчас вот никто не запрещает. Вот правда истории, она признана сейчас народом и наукой, и учеными всеми, или есть несогласные? Как показал этот форум? Ну, форум это все-таки академический, и здесь собираются ученые со всего мира. Это люди, которые работают в академических учреждениях и профессионально занимаются именно исследованием тех или иных аспектов, нумизматика, письменные источники, археология. То есть вот, это профессионалы, и поэтому между профессионалами такие вопросы уже не ставятся, они все понимают, как использовать эти термины, что вкладывать в эти термины. И в учебниках ИГО есть слово? А в учебниках, вот с учебниками... Или сейчас все-таки меняли этот термин? Вот сейчас скажу, с учебниками вообще непонятная ситуация. Вот, скажем, из Воронежа приезжал Юрий Селезнев, он до этого мы проводили круглый стол, он тоже, как раз он и автор терминов ИГО, как это все происходило в исторической памяти и другие моменты. Он тоже обратил внимание, сказал, что вот он просмотрел все учебники за последние 30 лет, и там практически ничего не меняется. Понятно, что Татарстан и татарстанские казанские ученые всегда выступали против термина ИГО, определению термина ИГО, потому что если прочитать определение этого термина, то это было что-то, 300 лет, представьте себе, это какая-то экстремистская, террористическая, всех резали, всех убивали. Рабство, да, то есть это... А как же тогда государство жило? Это же нонсенс. Кстати, а почему удалось Батыеву и Чингизу воевать? Княжество, почему вот? Ну, они завоевали практически в то время основной айкумен всей Евразии, где была, так скажем, были сильные государства в то время. Сильное государство — это прежде всего Восток. А российское государство в полном понимании было? Вот были княжества отдельные? Были княжества, да. Почему-то они так легко поддавались? Ну, они тоже легко не поддавались. Завоевание сперва экспедиционный корпус Сюбедей это показал, что они, это разведка боем, так скажем, перед ними вышли объединенные войска русских и кыпчаков, и они разгромили их. Дальше прошлись через Волжскую Булгарию. А дальше уже панмонгольское завоевание, так называемый западный поход. Он включал не только кыпчаков, Волжской Булгарии, русских, но он включал и европейские страны, и Восточная Европа также подпала под их власть. И это стало будущей Золотой Ордой, улусом Джуши, так называемым. То есть западный подход прежде всего предполагал расширение территории, в том числе именно улуса Джуши, вот западного улуса старшего сына. Каково было существование жителей вот этой территории, в принципе, современной России?
пределах Вот почти. как только создается Ну, там Золотая Орда, была возможность строить, жить нормально, осуществлять свои религиозные какие-то вот, безусловно, потребности. конечно, процесс вот, дальше становления вот в этих завоеванных регионах новых чингизидских государств, где на первом месте были, скажем, или китайские верования, да, то есть это буддизм они начали продвигать, или ислам, это территория Ирана, Средней Азии, и дальше у нас территория Улус-Жучи. Понятно, что были определенные изменения, но была так называемая Великая Яса Чингисхана, где эти моменты, к сожалению, Яса Чингисхана не дошло до нас, но вот то, что мы видим, там была веротерпимость. А дальше, если смотреть и ислам тоже веротерпимая религия, на самом деле, очень много здесь тоже намешанного. На самом деле, ислам берет джизью. Почему джизью? Да, вот эти вопросы. Тот же казну. Тут, если мы посмотрим налоговую систему, как это государство... Кстати, какой был налог? Ясак, какой был? Ясно дело, что ярлык давали в столице, в сарае. Да, в Булгаре вначале. Да. Там мандат давали. Это сейчас утверждали, как сейчас тоже утверждают же в Москве, так утверждали. А налог какой платили? Мы знаем, что какие налоги сейчас, тогда какие были. Ну, по налогам существует достаточно серьезная историография, и благо дошли вот то, что вы упоминали, ярлыки, связанные с налогом и упорядочением торговой жизни вот для базарных, да, тарханом. А потом отдельный момент — это вот сегодня очень популярные свободные экономические зоны. Да? У нас Елабуга, мы об этом много говорим. Примерно такое же было и в Золотой Орде, например, Крым. Стимулы, да? Да, стимулировали, абсолютно правильно, да, стимулировали и создавали вот такие зоны, где свободно была торговля, вот главные артерии. В то время вот так называемый, дальше ее уже назвали Шелковый путь, она имела две артерии. Одно по южному направлению через Иран проходила, а вот когда Золотая Орда была единым, сильным, вот, контролирующим огромные территории, она пыталась, потому что главные артерии жизни государства — это все равно экономические связи, торговля. И особенно и свое производство, и транзитная торговля. И через Золотую Орду проходила огромная... Вот дальше почему Америку открыли? Вот эти Великий Шелковый путь через Евразию, он закрылся, он затруднился османскими завоеваниями, другими моментами. И дальше стал вопрос, а как же мы те товары, которые получали от так называемой Индии, которая включала огромную территорию, в том числе и Китай, они начали искать Индию, и нашли, но не там нашли, и дальше пошли индейцы американские, да, то есть история все это взаимосвязана. И вот, заканчивая свою мысль, вот в Крыму создали вот эти фактории для итальянцев, генуэзцы, венецианцы, и сколько там пошлина была? 3-4%? Я не знаю, сколько в нашей Алабуге, сколько... Ну, большинство знает. Да. Мы знаем, и вы знаете. Ну, вот 3-4%, и государство этим жило. То есть это гнетом тяжело называть? Гнетом тяжело назвать, а безусловно мы говорим обеспечение почты, обеспечение государственного управления, содержание армии. Ну, почта — это вообще отдельная тема, об этом вот Марк Григорьевич Крамаровский очень любит рассказывать. Ямная система, ямщики, тоже сейчас русское слово, да, по крайней мере, до революции активно использовалось. Да, но это государство. У государства должно быть порядок, фискальная система, войска, у государства обязательно зоны интересов. То есть это было развитие этих территорий, которые были отдельные неразвитые регионы, которые между собой занимались. Я бы хотел обратить внимание на то, что мы Золотую Орду называем вот симбиозом, ее культуру симбиозом, потому что, во-первых, это имперская была, куда вошли многие народы и многие традиции, но вот и создалась новая тюркская цивилизация, тюрко-татарская мы ее называем, потому что и по языку, и по культуре, по архитектуре она имеет свои особенности и свой код. И вот я бы хотел обратить внимание, что Золотая Орда, вот центральные территории, это были степи. То есть там все время кочевали. И в этих степях именно впервые создаются мощные, огромные города. Это и столицы Золотой Орды Сары. То есть они впервые строят. И строят... Сотни городов. Сотни городов, безусловно, да. Сотни городов и городищ. Но идет откуда? Это же не оккупация. Нет, конечно. То есть это, и если мы посмотрим тот же, того же Ибн Батуты, то есть там были квартала
разных народов. Главное, кому ты подчиняешься, кому платишь налоги, и веди торговлю. И вот есть описание западных торговцев, что не надо с собой много чего брать с собой, потому что все это по дороге у вас будет, что дороги очень безопасные, ямская система быстро работает, понятно, что это для определенного времени. Более того, русские летописи того Джанибека Узбека, для них это добрый царь. Не было никаких войн, все было жестко контролируемо. Русские князья входили в личную гвардию хана. Порядок поддерживался Порядок был, государством. естественно, да. Поэтому вот порядок во всем, ханская власть, хан это император, он в западных источниках и назван императором, то есть это вот высшая власть. Вот идеи государственности, Таталасский Курултай, в преддверии столетия республики, поэтому главной идеей у нас была идея государственности, как это государство функционировало, в источниках она рассматривается. И вот я могу кратко сказать, что круглые столы у нас были, кроме вот международной конференции о государственности, были еще 4 круглых стола. Первое это понятие татары как история нашего этнонима. Она намного глубже, намного шире, понятно. И первые вот зафиксированные в китайских источниках термин татары это 1600 лет уже. И понятно, что то есть эти племена уже существовали. И вот историю термина татары мы дальше хотим продолжить или отдельная конференция, и возможно и отдельная коллективная монография вот, китайских источников, араро-персидских, европейских, латинских. То есть это будет отдельная такая монография, и она уже как бы востребована. Потому что и с термином много спекуляций, много непонимания, да. Вот хотим как раз закрыть. И второй, и третий это русский улус. Вот вопросы, насколько этот термин удачный, и вопросы иго, как это происходило. То есть там были собраны именно не татарские, не казанские, а именно вот московские, воронежские, те специалисты, которые активно занимаются этой тематикой. И они тоже решили расширить эту тематику, дальше продолжать. И, конечно, шелковый путь, Виа Татарика, татарский путь, так называемый, он в источниках татарский путь и назывался. Но она открывает колоссальные аспекты разных проблем. Это и торговля, да, то есть взаимоотношения с разными государствами. Кстати, религия. Исламская религия была принята в 900 году. Правильно, 900 В Волжской Булгарии. Да, в Волжской Булгарии. А как вот православные другие религии чувствовали себя, как развивались, сохранились, не было запретов? Слышал, что церкви православные не платили налог. И Да. там хранили золото, серебро. Вот смотрите, татарские ханы выдавали ярлыки князьям. Они не сохранились. Ну, не актуальны или, возможно, где-то найдем в будущем. Но сохранились ярлыки Русской Православной Церкви. Почему? Да потому что они сами сохраняли. Как только татарская власть ослабла, это уже период Ивана III, идет процесс секуляризации, потому что церкви не платили налоги, они скрывали, очень многие князья скрывали там. Это целые вот системы. И князья, конечно, им же нужны ресурсы, и они начали оттуда отбирать. А период Петра I, вы сами знаете, и пушки, и церковь остались без митрополитов и так далее. Да? То есть и русская церковь боролась со своими князьями и показывала, вот же, татарские ханы нам дали вот же ярлыки, и они в очень много списков изданы, то есть эти ярлыки сохранились. И там татарские ханы говорят, вы, главное, молитесь за нас. Ну, дальше комментировать сложно, да. Ну и отдельно денежная политика Золотой Орды. То есть подлинная история совершенно иначе показывает эту историю Средневековья, и Да. Золотая Орда. Это историческая Российская Федерация, это Золотая Орда, и мы правопреемники. А Татарстан – важный центр древнероссийского, Я древнетатарского думаю, государства. да, это понимание я вижу, и, конечно же, и у федеральных властей, они об этом иногда и говорят. Наша страна, во-первых, многонациональна, и не нужно сводить ее историю только к Москве. Тем более Москва изначально, она полностью связана с восточным миром, с татарами. Это период татар, Москва возвеличилась. Не Тверь, не другие города. Почему? То есть тоже вопрос. Без татарского фактора, конечно же, нашу историю России, многонациональной истории России невозможно ни понять, ни изучить. Татарский фактор, он, по крайней мере, если вот говорить о Золотой Орде,
с 13 и падением Крымского ханства, это по 18 век. Сможем ли мы рассказать нашим зрителям содержание докладов, которые прозвучали? Будут они опубликованы? Где их можно будет найти? Ну, поддержку нашего форума. Во-первых, мы все доклады, все их публикуем. У нас были такие издания, как «Золотоордынская цивилизация», 10 выпусков, они все на сайте Института истории есть. Есть у нас журнал «Золотоордынское обозрение», часть докладов там будут опубликованы. Но будет отдельное издание материалов конференции, это «Золотоордынское наследие 3», где-то мы их в сентябре, в октябре ее издадим. Отдельно по шелковому пути у нас будет книга, тоже материалы конференции, вот этого круглого стола, она получилась у нас очень большая, потому что, ну, интерес к торговле, очень большой. Все вот заявленные доклады, они будут опубликованы. Ильнур, я при зрителях хочу одно заявление, обращение сделать публично. Идет сейчас интереснейшая выставка «Золотая Орда» и Да. при Черноморье. Про Черноморье, да. Может быть, в следующий раз сходим, мы покажем народу и прокомментируем, в чем уникальность, потому что удивительная, говорят, выставка. Это для понимающих, кто знает историю, она удивительная. Она будет идти только до октября же у нас. До начала октября. Богатая такая выставка. Сходим, может быть, вместе с вами. Как? Есть смысл такие. Были другие прекрасные выступления. Выставки у нас там про империю кочевников была. Безусловно, да. Казанский вот Кремль и вот этот Эрмитаж-центр, они проводят очень большую работу. Вот одно дело написать академическим языком эту историю, а другое дело вот визуализация, показать. Я бы хотел поблагодарить руководство Казанского Кремля, музея. Они дали нам всем флаеры бесплатные. Бесплатно можно было, участникам можно было прийти посмотреть выставку. Мы всех туда повели, кто хотел. Некоторые смотрели 3-4 раза, сходили смотреть эту выставку. Вот, они в теме, эти люди в теме, но вот для некоторых, может быть, какие-то там экспонаты более важные, там, например, у каждого свое же направление. Проблема визуализации. Вот, форум мы закончили выставкой по следам наших предков в Виско-Казанском музее. Это была выставка, организованная художниками Татарстана. Также вот именно проблема визуализации. Мы с ними тоже много общаемся. И, конечно же, вот такие выставки, я надеюсь, еще их будет немало. Они невероятно вот, и актуализируют, и помогают понять вот эту великую историю. Дорогие зрители, вы послушали беседу с руководителем Центра Золотой Орды и татарских ханств из Института истории Академии наук о прошедшем форуме, посвященном 750-летию Золотой Орды. Будем продолжать знакомиться с историей России, историей нашего татарского народа. Рахмет.